Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. О чем вы еще не знаете, что от вас сейчас, прямо сейчас скрыто. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Давайте начнем с корня рисунка. Здесь с правой стороны у вас начинает загораться какой-то огонь. Огонь, костер, да, факел у кого-то отыграется. То есть здесь зарождается что-то новое, теплое, яркое, то, что осветит всю вашу жизнь. У одних из вас отыграется новая любовь, новые страстные отношения. У других отыграется как новое дело. Вы найдете себя, вы найдете свое предназначение. Вы поймете, во-первых, кто вы, а во-вторых, чем вам следует заниматься. Знаете, вот человек, у которого есть цель, у которого есть возможность и у которого есть мечта. Вот такая картиночка мне идет. Смотрите, я вижу, что вы в этот костер будете постоянно подкидывать поленья, да, чтобы он все ярче и ярче разгорался. Будь то любовь, будь то, например, ваше призвание, ваша работа, ваше предназначение. Кто из вас прямо сейчас не может себя ни найти, ни применить, да, и прям руки опускаются, потому что вы не знаете, куда идти, да, в тупике находитесь. Либо вы страдаете от того, что нет любви, нет нежности, нет прекрасных чувств, да, в вашей жизни, то вот, пожалуйста, вам высшие силы просто так и просят передать. Костер уже разгорается, и буквально там, со дня на день, да, вы найдете себя, либо вы найдете свою любовь. То есть очень хорошее предсказание. Так, с левой стороны. С левой стороны над вами склонился какой-то человек, который пытается вами манипулировать, управлять, подтолкнуть вас к тому, что, например, выгодно этому человеку. Да, какая-то идет манипуляция вами. Вы пока, как будто бы с повязкой на глазах, вы не видите, что вами играют, что вами манипулируют. Смотрите, здесь кто-то вас будет предупреждать. Вот как птичка такая летит, да, срывает с ваших глаз повязку. Это предупреждение. Может быть, конкретно вам какой-то человек подойдет и скажет, что вот с тем не общайся, либо не верь вот этому человеку. Либо вы письмо получите. Либо у кого-то даже отыграется, что приснится вам сон, да, высшие силы вам весточку пошлет, что вами пытаются манипулировать. Например, приснится вам этот человек в какой-то безобразной форме, да, вот как пугающей форме. Вот прислушивайтесь, присматривайтесь и адекватно реагируйте. Человек вас считает какой-то легкой добычей, либо человек уже вас так капитально обработал, вы как под гипноз попали, и вы прям как послушная кукла, да, все выполняете. Ужасная ситуация, но вот эта птичка снимет повязку с ваших глаз. Так, и еще с левой стороны, то, что скрыто. Здесь два человека, будь то два мужчины, будь то две женщины, смотря кто меня смотрит, как будто бы они за вас спорят. Спор идет, да? Кто должен с вами вместе быть, да? Кто может к вам подойти, кому вы отдадите свое сердце. Возможно, они друзья, возможно, они как-то с друг другом связаны. И вот они спорят, а к вам ни один, ни другой не подходит. Наоборот, они даже как-то дистанцировались от вас. Например, в одной компании два мужчины вдруг перестали с вами общаться, либо две женщины вдруг держатся подальше от вас, а вы думаете, а что произошло, да, почему, неужели там я обидел, либо обидела, да, почему они так себя ведут. А на самом деле эти два человека испытывают к вам очень сильную симпатию, влечение, симпатию. И вот они между собой ругаются, у кого есть право к вам подойти. У кого-то отыграется, что, например, эти люди, чтобы не потерять, например, свою дружбу, да, могли
даже друг другу слово дать, да, что мы вот воздержимся. Но это все раскроется, каким-то случайным образом раскроется. Может быть, кто-то проговорится, может быть, вы что-то услышите, подслушаете, либо кто-то из ваших знакомых, и вам об этом сообщат. У вас реакция будет просто феноменальная. Вы скажете: какие дураки, да, ну какие дураки, ни ты, мне не нравишься, да, и я бы ни с тобой не стала бы встречаться. Вот. А вы тут и ругаетесь из-за меня, и со мной не общаетесь. Знаете, с одной стороны, будет приятно, да, что есть симпатия, с другой стороны, ну как дети, честное слово, как дети себя ведут. Так, кстати, по поводу детей. У ребенка, у вашего, есть какая-то мечта, либо есть какое-то желание. Очень, кстати, хорошая мечта и очень хорошее желание. Ребенок, внук, может быть, младший брат, либо сестра. Но либо кто-то напугал вашего ребенка, да, либо ребенок в себе настолько не уверен, имея такую хорошую мечту, имея все возможности ее исполнить, он просто молчит об этом. Здесь вам вообще совет поговорить с вашим ребенком, будь то ваш сын, дочь, будь то внук, внучка, будь то младший родственник. Поговорите. Здесь нужен какой-то доверительный разговор, потому что талант есть у ребенка, способность есть, возможность, опять же, да, чтобы это все реализовать, есть. Но то ли боится, то ли, знаете, как там страх, что у меня не получится, там все надо мной смеяться будут, либо страх, например, с вами поделиться. Ну вот и так может отыграться. Поэтому здесь нужно говорить, здесь нужно все обсуждать. Здесь нужно ребенку помогать. И вообще почаще общайтесь со своими детьми и внуками. Это очень важно, иметь доверительные отношения, да, доверительные разговоры. Это очень важно. Так, правая сторона. С правой стороны кто-то на вас глаз положил, но в хорошем смысле слова. И, скорее всего, это связано с вашей профессиональной деятельностью. Если вы работаете, то, скорее всего, кто-то там из руководителей к вам очень-очень присматривается. Да? Вот что вы за человек такой, хотите ли вы дальше там развиваться, карьеру строить. Не исключено, что в следующем месяце вам будут предлагать какие-то улучшения, повышения, карьерный рост, либо даже какой-то переход, либо перевод вас, ну, немножко в другое русло. Да? Может быть, это другая компания, либо другое направление деятельности. Но к вам присматриваются, вот реально рассматривают вашу кандидатуру. Если вы, например, работаете сами на себя, ну, как фрилансом занимаетесь, либо ваша работа, она вот не подразумевает какого-то роста, то, скорее всего, какой-то человек к вам присматривается, и здесь желание, скорее всего, с вами заключить какой-то договор, контракт, чтобы вдвоем, например, свое дело открыть, либо на пару с вами работать. Это тоже неплохо, потому что человек вас видит, как вы с душой, с талантом ответственно выполняете свою работу, и вот такие мысли у человека рождаются. Если вы нигде не работаете, нигде вот совершенно, да, дома находитесь, кто-то на пенсии, а кто-то, ну так случилось, может в декрете сидите, да, вот вы, например, дома, то, скорее всего, к вам присматривается кто-то из вашего окружения, там, соседи, какие-то знакомые знакомых, с целью вам какую-то работу предложить. Ну, например, если вы мама в декрете, вы же смотрите за своим ребенком, вам могут предложить и еще за каким-то ребенком присмотреть. Если вы, например, на пенсии, вам также могут предложить какую-то работу, там, надомную работу, либо что-то делать там, на заказ, под заказ. Да? У вас очень хорошая характеристика, и вы вообще такой человек, вы производите очень положительное впечатление. То есть на вас посмотришь, и сразу хочется вам доверять. Да? Вот не возникает каких-то дурных мыслей. То есть что-то в таком плане происходит. Так, следующий момент. Есть какой-то человек, который постоянно вам хочет о чем-то написать. Как будто бы пишет и стирает, либо все время думает, надо написать, либо надо позвонить. Но есть какие-то вещи, которые этого человека пугают. Ну, например, ваша реакция, да, захотите ли вы ответить, захотите ли вы общаться. Возможно, этот человек перед вами в чем-то виноват, может быть, даже человек как-то обидел вас, может быть, даже какое-то время прошло между вами, но при этом человек вот сейчас в таком состоянии, когда осознал все свои ошибки, все свои промахи, и очень хочется все исправить и поправить.
но не решается, потому что не знает, какая будет ваша реакция. Здесь как несколько попыток было уже с вами связаться. Может быть, вам даже звонили из каких-то непонятных странных номеров, которых нет в вашем списке контактов, да, и вы, например, не брали трубку. Либо у вас в социальных сетях какая-нибудь там защита стоит, да, чтобы там чужие люди вам не писали. Но вот у человека такие попытки, желания точно есть. Вот в чем-то перед вами покаяться, какую-то правду рассказать свою, да, выйти с вами на контакт. Человек еще какое-то время будет мучиться, но я вижу, что все-таки между вами будет разговор. Разговор будет, но это будет прям совсем попозже, не в загаданный срок. Так, следующий момент. Момент связан с вашим близким человеком. У кого-то муж, у кого-то, может быть, друг. Человек, который готовит вам какой-то подарок, какой-то сюрприз. Знаете, как хочется прям самое лучшее кинуть к вашим ногам, но, возможно, средств не хватает. И здесь немножечко такой скользкий момент, потому что человек, желая вам сделать королевский подарок, вот достойный именно вас, ведь вы для него королева, либо король, если женщина, например, да, то может человек пойти на какую-то сделку, там, типа суды, типа быстрого кредита, да, вот во что-то вляпаться не очень хорошее, да, и могут быть не очень приятные последствия. Я вас предупредила, у вас есть возможность с этим человеком как-то аккуратненько поговорить. Поговорить о кредитах, о судах, о быстрых займах, как это плохо, как это страшно, как это опасно. И о том, что самый главный подарок — это хорошее, доброе отношение. Да, вот в таком ключе как-то обыграть эту ситуацию, просто поговорить. Не допустить, чтобы этот человек вляпался вот в такую кредитную историю. Я понимаю, что это звучит, конечно, сложно выполнимо, но вы, пожалуйста, постарайтесь. Потому что вижу, что если этот человек, например, этот кредит возьмет, то выплачивать вы будете его вместе. Ну а зачем вам это надо? Тем более подарки ведь бывают разные, да. Не обязательно там дарить бриллианты, белое золото. Можно ведь и поскромнее подарить. Главное ведь не подарок, а именно как он будет вам сделан, с каким посылом, с какими чувствами. Идет такая информация, и она же предупреждение. Так, еще по поводу мужчины. Здесь какой-то мужчина ищет легких денег. То есть деньги по-легкому. Либо ему кто-то предлагает и говорит: а там ерунда, ничего делать не надо. Просто будешь деньги получать. Но это связано с какой-то дорогой, с какой-то поездкой. То есть куда-то нужно ехать, куда-то нужно перебираться, добираться. В какое-то место непонятное, малоизвестное. Может быть, вы мужчина и меня смотрите. Либо в вашем окружении есть такой мужчина, который собирается какую-то такую непонятную мутную дорогу, чтобы заработать легких денег. Но там именно такое условие, что типа делать ничего не надо, просто тебе будут давать деньги. Отговорите этого человека. Либо если вы мужчина, не едьте туда, там не будет легких денег. Там какая-то кадрка, какая-то кабала, вас там точно обманут, вам там точно ничего не дадут. Там ужасные условия, и вам потом очень сложно будет оттуда выбраться. Очень сложно. Легких денег не бывает. Понимаете? Вот как вам предлагают, так не бывает. Это только не в сказках для маленьких детей. И то дети не поверят. Я не знаю, почему вы верите, почему вы вообще ведетесь на эту информацию, но здесь четко в левой стороне показали, это будет как ударная ситуация, как ударная дорога. Для вас это ударом может обернуться. Не надо вам ездить по таким вот непонятным местам, назовем это так. И вообще возьмите за правило все проверять. Вот все, что вам говорят, все проверяйте. Тем более в наше время, когда есть такие обширные коммуникации, когда есть интернет, когда есть вот эти всякие справки, там, детективные агентства и прочее, прочее. Вы можете найти информацию про этих людей, про эту фирму, про эту дорогу, да, про то место. Вы все это можете найти в интернете. Не ленитесь, ищите, чтобы потом не попасть под удар. Да, лучше поработать сейчас и найти важную, полезную информацию для себя. Мне идет как обман. Ужасный, жуткий обман, который человека загоняет в какие-то просто скотские условия, и потом человеку очень сложно будет выбраться оттуда. Вы простите, что такую информацию подаю, но я хочу предупредить. Я вижу эти знаки, и я хочу предупредить. От них энергетика просто ужасная идет.
Я, конечно, со своей стороны закрою, но, девочки, мужчины, вот кто меня смотрит, прислушайтесь к моим словам. Это очень важный посыл, чтобы потом вы не жалели. Да. Так, переходим дальше. Смотрите, вы не знаете, что есть какая-то то ли программа, то ли организация, которая может помочь вам либо с деньгами, либо с какими-то ресурсами. Даже если вы не входите в число людей, которые прям очень нуждающиеся, да, вы все равно можете там поучаствовать. Люди, которые уже получают эту помощь, по какой-то причине скрывают, знаете, из серии типа: о, если я сейчас расскажу, значит все набегут, будет ажиотаж, и мне меньше достанется. Вот типа такого плана. То есть люди, лицемерные, назовем это так, да, скверные, лицемерные. Программа, она доступна всем. Понятно, что вы все разные, живете в разных странах. Просто поищите, поспрашивайте, может быть, обратитесь в госорганы в вашей стране, в вашем городе, в интернете поищите, может быть, какие-то благотворительные организации, может быть, какие-то волонтеры. Вот я вижу, что вам не хватает, да, либо нужна поддержка нужна. Вот вы ее можете получить, но информацией вы, к сожалению, не владеете. Информацию нужно раздобыть, раскопать, найти самостоятельно. Да? Не ленитесь. Вот смотрите, вы смотрите мое видео, вы проводите время в интернете, на YouTube. Выключайте YouTube, заходите в Google, либо в Яндекс, вот чем вы пользуетесь, поисковую систему, и набирайте вот свой город, свою страну, и вот помощь населению, там, благотворительность, спонсорство, меценатство, да, вы найдете. И потом, знаете, когда вы будете получать эту помощь, вы будете вспоминать обо мне и себя немножко ругать за то, что вы даже не подумали, что можно поискать эту информацию раньше, да, об этом не подумали. Ищите, мои хорошие. В интернете все можно найти. Не только плохое в интернете есть, но и хорошее. Вот. Я вижу, что вы будете что-то получать. И вам будет приятно, и эта помощь будет как раз вот необходимая, да? Необходимая для вас. И будете себя ругать, что вы раньше об этом не знали, не догадывались и даже не пытались искать. А оно все, видите, как на поверхности. Просто нигде рекламы нет. Люди молчат, которые получают, да, и, конечно же, сложно это все найти, но можно. Так, и венец. В венце у меня идет какая-то невероятная страстная встреча, любовь. Такое впечатление, что люди друг друга очень давно не видели. Смотрите, любовь, она ведь бывает разная. И страсть, она тоже ведь бывает разная. У одних отыграется это именно любовь любовная, и страсть страстная, а у других отыграется любовь вот платоническая. И вот эта встреча страстная, это когда люди на эмоциях, таком прям в эйфории от друг друга, да, вот такое счастье, наконец-таки встретиться, наконец-таки увидеть друг друга. Просто в объятиях люди очень счастливые. То есть идет встреча, которую вы совершенно не ждете. И смотрите, со стороны вас просто стена, то есть нет информации, нет даже каких-то мыслей. А со стороны, например, мужчины идут дороги в вашу сторону. Поэтому, мои хорошие, тут прекрасный знак встретить того, кого вы любите, ждете, либо встретить того, с кем вы очень давно не виделись и кому вы очень-очень сильно обрадуетесь. Так, на этом у меня все. Берегите, пожалуйста, себя. Не поддавайтесь на всякие провокации, не ищите легких денег. Старайтесь узнавать все, что вам нужно, либо от людей, либо через интернет, как вам будет удобно. Ищите информацию, вы ее обязательно найдете. Всем пока-пока.